С открытием севера и развитием промышленности, добывающих полезные ископаемые, появилась необходимость создания населенного пункта, который бы стал перевалочной базой между тремя улусами – Устьянским, Верхоянским и Эвено-Батентайским. Так, в 1951 году был образован поселок Усть-Куйга. Там проживало около 2000 человек. Развитие поселка ничем не отличалось от других населенных пунктов Якутии, но со временем поселок начали покидать жители. По последним данным, в поселке проживают более 600 человек. Из них в Усть-Куйгинской средней общеобразовательной школе учатся чуть больше 50 детей. В новое здание они переехали 2 года назад, так как старая школа была непригодна для обучения детей. Девятиклассница Валерия Феглер собирается сдавать на обязательном государственном экзамене обществознание и историю, чтобы после окончания поступить на среднее профессиональное образование. Юристом, думаю. Ну вот мне нравится эта вот юридическая вот та сторона, в ту сторону меня больше ведет. Ну, готовлюсь, стараюсь вообще прям хорошо подготовиться. Ну, волнения пока нет, думаю, из-за того, что еще далеко до ОГЭ. Ближе, когда уже время подойдет, думаю, буду волноваться. Главной проблемой не только школы, но и поселка в целом является отсутствие оптоволоконного кабеля, который обеспечивает организации хорошим, дешевым, бесперебойным интернетом. Стоит отметить, что в Усть-Куйге есть только спутниковый интернет, благодаря работе которого школьники могут сдавать ЕГЭ и ОГЭ в штатном режиме. Ну, дело в том, что канал-то у нас все равно есть. И когда необходимо провести единый государственный экзамен, мы просто отключаем все остальные источники и работает только на ЕГЭ. И, в принципе, справляемся. Если в один компьютер и одну станцию работает, то получается. Но так как у нас выпускников мало, поэтому нам хватает. Но если было бы побольше количества, было бы, конечно, проблематично. Несмотря на то, что Усть-Куйга находится в арктической части республики, туда едут работать молодые специалисты, которые закончили обучение в СФФУ. Одним из таких людей является Валерий Данилов, учитель географии. Всего в неделю у него 16 часов уроков, а также параллельно он является классным руководителем 8 класса, где обучаются 9 человек. На данный момент Валерий не планирует менять место работы и хочет остаться в Усть-Куйге. Стал я учителем географии в Усть-Куйгу, когда еще обучался в Северо-Восточном федеральном университете. По окончанию на 5 курсе нам устроили большую ярмарку вакансий, где я встретил своего директора, и мы подписали договор. И по окончанию университета я уже приехал сюда на работу. Север, конечно, больше всего, наверное, это сыграл. Никогда не был на севере, и поэтому решил посмотреть, что такое крайний север. Вот и уже 8-й год живу на крайнем севере. На глазах Татьяны Ивановской, которая переехала жить в Усть-Куйгу в 1978 году из Луганска, прошла почти вся жизнь поселка. Татьяна отмечает, что ей несколько раз предлагали переехать, но на эти предложения у нее один ответ. Я дома. Мне нравится здесь. Вот уже 44-й год, с июня месяца пошел 44-й год. А мне не хочется. Вот я вот тут привыкла. Я считаю себя местной. Я местная сея. Вот единственное, что жалко, что я не знаю якутского языка. Вот очень плохо, что живу в Якутии, а языка не знаю. Дочь приглашает их к себе, и нам даже предложили, если хотите, значит, вот дом закрывает, что в Якутске там или где этот. Нет, вот я привыкла здесь. Когда Татьяна переехала в Усть-Куйгу, поселок существовал чуть меньше 30 лет. Сейчас она считается одним из немногих старожилов, которые решили встретить свою старость в Усть-Куйга. Свой первый приезд в Якутию и в поселок в частности Татьяна вспоминает с улыбкой. Ой, первое впечатление вам не передать. Может, раньше уже здесь был. Я прилетела в Якутск, и была непогода, и Куйга была закрыта. И мы, значит, поедем. Но я так как ничего не знала, к людям там, которые куинские, они меня к себе взяли, и мы поехали. И вот мы приехали, приплыли, вернее, по реке, остановились возле пристани, и я вышла. Если честно сказать, я обалдела. Огромная лужа перед пристанью, и в ней лежит огромная свинья. Вот это мое первое впечатление. Но уже потом, когда разошлась, посмотрела, в принципе, это поселок был хороший уже. По словам Татьяны, в связи с тем, что продукты в Усть-Куйгу завезти проблематично, индивидуальные предприниматели продают товар по завышенной цене. Но с появлением Якутопторга с прошлого года она закупается именно там. Татьяна отмечает, что несмотря на то, что магазин от ее дома находится далеко, она пару раз в месяц едет в Якутопторг, чтобы отовариться.
Сейчас до такой степени у нас молодцы местные производители. Я вот предпочитаю, вот портрезерю всегда беру местные колбасные изделия, молочка, кондитерка, масса сливочная, чудесно, натурально, хоть поедим мы. Я вот предпочитаю нашего производителя. Одним из населенных пунктов, где есть торгово-логистический центр, является Усть-Куйга. Он обеспечивает продуктами 10 населенных пунктов. В период чартерных рейсов центр направляет продукты и в другие близлежащие улусы. Ну, покупателей очень много, и мы, конечно, это то, что вот нас как бы сделали торгово-логистическим центром, и что оно вот тут у нас все вместе, людям это нравится, это не только именно Куйге, Усть-Куйге, это оно и для депутатские очень заезжает, много покупают. Вот сейчас откроется дорога, там, Казачья, Устьяна, они вот у нас вот скупляются, и они вообще довольны этим, что вот просто было там некуда было его завозить, склад маленький был, ну, это теплый, а теперь у нас и овощехранилище есть. Ну, как бы мы думаем, что это хорошая задумка была. Усть-Куйга был выбран точкой, где построен торгово-логистический центр. Специалисты обусловили это тем, что транспортная доступность из Усть-Куйги в другие районы наиболее экономная. Так, в навигацию из поселка, помимо других населенных пунктов Устьянского улуса, продукты доставляются в Верхоянский и Эвено-Бытантайские районы. Населенные пункты Устьянского района в зимний период тоже завозится товар с поселка Усть-Куйга, именно с торгово-логистического центра. В этом году тоже завезем туда товар, когда дорога откроется, и начнем по открытию дороги на Слегов уже завозим товар по плану, по объемам, по заявкам, как они заявили. В будущем на территории Усть-Куйги будет построена первая в мире наземная атомная станция малой мощности, благодаря которой появятся новые рабочие места. И местные жители надеются, что впоследствии поселок получит новый толчок развития.